Цикл обучающих тренингов «За спасибо», еженедельные выездные мероприятия в образовательные организации региона, ежемесячные встречи с активом добровольчества, экологические акции, а также участие волонтеров республики в форумных кампаниях внутри и за пределами Родины. Более 120 мероприятий провел Комитет по делам молодежи в 2022 году. Все они направлены на вовлечение жителей в добровольческую деятельность, в том числе акции регионального штаба «Мы вместе» по оказанию помощи семьям участников СВО. И руководство, и наши коллеги, другие министерства, ведомства, муниципалитеты уделяют большое внимание развитию добровольчества. И в целом государственные организации, коммерческие, общественные организации нуждаются в помощи добровольцев. То есть не каждое мероприятие, не каждая работа бывает зачастую возможна силами самого ведомства, и в таких случаях им на помощь могут прийти добровольцы, волонтеры различных организаций. По итогу вся проделанная работа позволила в 2022 году достигнуть ключевых показателей эффективности по числу граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность. Волонтеры Победы, волонтеры культуры, Мы вместе, волонтеры Делай, РСО, российские стройотряды, волонтеры-медики, волонтеры гостеприимства. И не только. На сегодняшний день на территории Ингушетии функционирует более 20 волонтерских организаций. Их охват составляет более 36 тысяч человек. И эту цифру намерены увеличивать. Потому что есть стратегия социально-экономического развития Российской Федерации, в котором одной из целей является, чтобы 15% населения страны было зарегистрировано как добровольцы до 2030 года. Также Комитет по делам молодежи Ингушетии активно проводил работу с целью достижения показателей эффективности системы выявления, поддержки и развития талантов у детей и молодежи. В течение 2022 года было проведено более 60 мероприятий, в том числе конкурсы, викторины, Всероссийский фестиваль «Край мастеров». Молодежи уверены, что добровольческая деятельность способствует повышению эффективности и качества жизни в регионе. Власть в лице государственной организации отлично понимает, что с наращиванием темпов проведения мероприятий, работ различных, охвата населения без добровольческой поддержки волонтеров это невозможно. На данный момент волонтерские организации привлекаются практически к любой работе. Вот даже на примере самый актуальный. Был период борьбы с пандемией, у нас зародились волонтеры «Мы вместе», которые были в авангарде в этой работе. Позже, сейчас на данный момент мы находимся в этапе специальной военной операции, там также везде привлекаются добровольцы. В дальнейшем на повышение показателей серьезно повлияет ресурсный центр добровольчества, уверены в Коммолодежи. Это своеобразный дом для всех волонтеров. Организация намерена в 2 раза увеличить количество добровольцев в республике. Центр начал свою работу еще до официального открытия, которое состоится уже в скором времени. В прошлом году его активисты приняли участие во всероссийском конкурсе «Регион добрых дел», который реализуется в рамках нацпроекта образования. После успешной защиты практики региональный ресурсный центр выиграл грант в размере 8 миллионов 600 тысяч рублей. Для того, чтобы развить эту сферу, им было выделено помещение площадью 280 квадратных метров. На данный момент там идет ремонт. И скоро у нас появится своя молодежная добровольческая инфраструктура, можно сказать своими словами, дом волонтера, куда любой добровольец может прийти и получить необходимый ресурс, помощь, поддержку, консультацию. Адам Мальсагов убежден, что волонтерство дарит ребятам возможность расширить кругозор, посетить новые места, получить бесценный опыт работы в разных проектах, познакомиться с интересными людьми. Участвуя в различных мероприятиях, можно себя проявить как с творческой стороны, так и с организаторской. Все волонтеры регистрируются на интернет-платформе добро.ру. Она создана 6 лет назад Ассоциацией волонтерских центров и с тех пор стала крупнейшим ресурсом взаимодействия для сотен тысяч проектов и миллионов добровольных участников. В ней состоят уже более 4 миллионов волонтеров и свыше 55 тысяч организаторов инициатив по всей стране. И самым лучшим отражением того, сколько волонтеров активных у нас в регионе и в целом в других регионах, является именно портал Добро.ру. На данный момент у нас там зарегистрировано 5560 человек.
Эта цифра довольно высокая, при учете, что у нас население чуть больше полумиллиона человек, но все равно нужно наращивать темп, увеличивать количество зарегистрированных людей, чем мы и занимаемся. До конца 2023 года мы хотели бы, чтобы этот показатель дорос до 10 тысяч и продолжать дальше идти по этому темпу. Увеличению показателей вовлеченности жителей волонтерства особое внимание уделяет глава Ингушетии. Махмуд Али Калиматов часто отмечает, что волонтерство является одним из самых важных аспектов социальной жизни и развития современного общества, и напомнил о значимости подобных мероприятий, которые способствуют созданию сильного, единого и благополучного общества. Волонтерство помогает развивать в человеке лучшие навыки – коммуникабельность, ответственность, адаптивность, самостоятельность, критическое мышление, инициативность, умение работать в команде и, главное, эмпатию, способность понимать чувства других. Отношение к волонтерской деятельности в республике последние годы кардинально меняется. Основное развитие, по мне так, случилось в 2018 году. Это обосновано тем, что 2018 год был назван годом добровольчества. Появился закон, появился регламент, было в этом году, именно в 2018, выделены большие средства на развитие этой сферы. И этот год действительно показал бум активного роста добровольчества в нашей стране. И потом уже как сопутствующие куча других мероприятий, на которых также это поддерживалось. И до сих пор планка добровольчества держится намного выше, чем было до 2018 года. Волонтер получает не только большой опыт, но и строчку в резюме. Ведь добровольчество – это тоже работа, только на безвозмездной основе. В современном мире работодатели все больше обращают внимание на волонтерский опыт соискателя. Это демонстрирует готовность человека ставить интересы других превыше своих. Он понимает необходимость социальной ответственности и устойчивого развития. Поэтому добровольческую деятельность можно рассматривать как полноценный опыт и вписать в резюме, особенно если напрямую связано с его профессиональной сферой. Вам нужно не просто быть добровольцем, но постараться быть лидером среди этих добровольческих организаций, то есть выйти вперед, быть организатором. А организаторов всегда замечают и могут пригласить на работу. Даже если не пригласят, то хотя бы они получат опыт. По итогам 2022 года Ингушетия по основным критериям оценки эффективности работы губернаторов находится в зеленой зоне. По ряду позиций республика еще в ноябре 2022 превысила уровень целевых значений. Это касается таких направлений жизнедеятельности, как строительная, дорожная, образовательная деятельность, а также предпринимательство и цифровизация. Сюда также входят показатели вовлеченности молодежи в добровольческую деятельность. Диана Дударова, Исмаил Куригов, Новости 24.